Наша съемочная группа проехалась по улицам города, чтобы оценить последствия ливня, который буйствовал всю ночь и утро. Центральная часть Кызыла превратилась в многочисленные речки и ручьи. В некоторых местах затоплены даже тротуары, не пройти до сухого участка даже по бордюрам. К сожалению, в столице Тувы изначально не был предусмотрен полноценный канализационный тоннель, по которому бы отводились излишки воды. Простой дренаж при таком количестве осадков не справляется. Коммунальные службы города прилагают все усилия, чтобы справиться с последствиями стихии. На сегодняшний день работает 7 единиц ассенизаторской техники МУП «Благоустройство» наших подрядчиков. А также установлены 2 штуки мотопомпы, которые перекачивают воду с проблемных участков. Итого у нас 9, получается, именно работаем именно по откачке луж. А также тут с обеда тоже какой-то дополнительно тоже это постараемся как-то технику привлечь дополнительно в других подрядных организаций. В нашу редакцию поступило сообщение, что на улице Ленина произошел обвал проезжей части. На момент, когда мы подъехали к месту, провал асфальта в районе дома номер 77 был засыпан. Но неизвестно, что стало причиной провала асфальта на проезжей части дороги, но ремонтные службы просто засыпали с горкой яму и не удосужились поставить дорожные знаки, предупреждающие об аварийно опасном участке дороги. Еще одним побочным явлением дождей в городе становятся протеки крыш многоквартирных домов. Жалобы поступают со всех концов города. Так, в доме номер 2 на улице Байхакской отмечается регулярный потоп в 5-м подъезде. Пойдет, и вообще вот тут проблема. Я вот ковшиком вот так собирала воду. Каждый раз так. Можно сказать, по колено. Жители дома пока что справляются с потопом при помощи тряпок с тазиками и ждут помощи от управляющей компании. В настоящий момент идет юридическое переоформление данного дома управляющей компании «Жилой квартал». Технические документации, ТСЖ порядок управляющей компании до настоящего времени не переданы. Поэтому невозможно угадать, в каком состоянии находится весь дом и отдельные элементы. В данный момент управляющая компания отрабатывает поступившие заявки жителей, в частности проблем с крышей. При визуальном осмотре было установлено, что ТСЖ порядок не предпринимались усилий по предотвращению течи с крыши. В течение ближайшего времени управляющая компания «Жилой квартал» предпримет все меры по недопущению последующего подтопления квартир дома по улице Байкальская, 2. В дальнейшем управляющая компания изучит возможность по включению в программу капитального ремонта крыши данного дома на период 2022-2023 года. В словах известной песни есть правда. У природы нет плохой погоды. Только надо быть всегда готовым к ее излишнему вниманию. Не за горами осень. Хотя осенью в Туве практически и нет дождей. Однако следует помнить про меняющийся климат. Сайгын Бюрбю, Буян Монгуш, Чайхан Донгак, Кузел, Сарысерен, Тува 24.